С наступлением холодов ежегодно увеличивается число больных острыми респираторными заболеваниями, а с недавних пор и COVID-19. Так как за несколько лет коронавирус, по словам специалистов, изменился, сегодня спутать эти две инфекции очень легко. Температура, кашель, озноб, слабость, насморк, боль в горле – симптомы одинаковые. Поражения легких сейчас довольно-таки редко встречаются, массивно имею в виду. И, соответственно, довольно-таки небольшое количество людей требует госпитализации. Хотя все равно люди, имеющие тяжелые хронические заболевания, они требуют госпитализации. В Гудаутской больнице находятся, лечатся. И, к сожалению, вот у нас был один смертный случай в октябре. Легкая переносимость COVID-19, одинаковые с ОРВИ симптомы не дают возможности собрать точную статистику заболевших коронавирусом. В большинстве случаев люди не обращаются в медучреждение, чтобы сдать анализы. Меньше людей у нас попадает именно в статистику, как больные коронавирусной инфекцией. То есть очень многие переносят коронавирусную инфекцию дома, считая, что это ОРЗ. По статистике, значит, вот у нас идет даже некоторое уменьшение случаев обращения за лабораторными исследованиями. По сравнению, вот 1 ноября у нас было 15 выявленных случаев, а 18-11 уже 3 выявленных случая. И вот такие цифры 2, 3, 3, это вот 16, 17, 18 ноября. То есть идет некоторое снижение обращаемости за анализами, вот так скажу. Вряд ли это снижение заболеваемости, поскольку наши люди все равно продолжают, будучи больными, посещать разнообразные мероприятия. По словам главы СЭС, чтобы уменьшить риск заболеваемости, необходимо соблюдать социальную дистанцию, правила гигиены, избегать контактов с теми, кто уже заболел, следовать и другим правилам самозащиты. Но все-таки, если вы заболели, то лучше обратиться в медучреждение. Это как бы основное, да, мы можем таким образом не заразиться. Если мы заразились, то все-таки имеет смысл посетить врача, который скажет, нужно сдать анализ, не нужно сдать анализ. Тем более, что мы находимся в преддверии сезонной эпидемии гриппа. Она будет, она никуда не денется, это ежегодное такое вот явление. Грипп у нас чаще всего начинается в конце, раньше он начинался в конце января, сейчас сроки сдвинулись, то есть уже с конца ноября, начала декабря у нас будут появляться случаи заболевания гриппом. И на грипп у нас тест-системы есть, при необходимости доктор направит на мазочек, либо в поликлинике возьмут мазочек, переправят нам, и уже будет понятно, чем болен человек. Привиться от гриппа сейчас можно в любой поликлинике. В отличие от COVID-19, вакцина «Спутник Ви», по словам специалистов, на сегодняшний день устарела. Разработчик вакцины Института эпидемиологии академик Гинзбург подтвердил, что вакцина «Спутник Ви» сейчас малоэффективна, в связи с чем разрабатывается новая вакцина уже для штаммов типа омикрон. То есть у него уже много подвидов у омикрона. Да? И вот теперь уже разрабатывается вакцина, которая работала бы именно на вот сам омикрон и его подвиды. Вместе с тем Алла Беляева подчеркнула, что в республике остро стоит вопрос вакцинации. Это в будущем может усложнить эпидемиологическую ситуацию в стране. Прививаться приходит всего лишь около 20% населения Абхазии. Например, из-за массового отказа прививать своих детей в Абхазии в разы увеличилась заболеваемость коклюша. 505 случаев, из них 463 ребенка. Это очень высокая цифра для вакциноуправляемой инфекции. И надо понимать, что в составе этой же вакцины вместе с коклюшем идут дифтерия и столбняк. Это вот вакцина, состоящая из 3 компонентов. Коклюш, дифтерия, столбняк. То есть дети, которые не защищены от коклюша, они же не защищены от дифтерии, и они же не защищены от столбняка. А с той частотой, с которой дети травмируются, сами знаете, да? Постоянно какие-то порезы, какие-то проколы, какое-то что-то. То есть столбняк может развиться.
И у нас родители предпочитают при каждом, если ребенок там на гвоздь, на проволоку, на что-то наступил, вести ребенка для того, чтобы ему ввели противостолбнячную сыворотку, вместо того, чтобы вовремя сделать прививку и потом просто сидеть и не беспокоиться о том, что ребенок может заболеть столбняком. Ну вот, интересно получается у нас с прививками. И я очень боюсь, что кто-нибудь привезет дифтерию. Вспышка дифтерии – это намного более серьезно, и там уже будет смертность. Независимо от того, что есть антибиотики, независимо от того, что есть больницы, доктора и прочее, дифтерия, она всегда протекает с летальными случаями. Кроме того, в абхазских школах недавно стали делать учащимся Диаскин-тест. Проще говоря, это усовершенствованная прививка от туберкулеза. Она, по словам медиков, является более чувствительной пробой взамен МАНТУ, появившейся около 100 лет назад. Это внутрикожная проба, которая позволяет понять, сталкивался ли организм, то есть попали ли в организм бактерии туберкулеза. Во многих школах родители не хотят делать ребенку диаскин-тест, хотя таким образом можно выявить на очень ранних стадиях даже не заболевания, а инфицирование туберкулезом, провести легкое лечение, не дожидаясь, когда ребенок заболеет серьезно и, мало того, когда ребенок станет заразен. Массовый отказ прививаться и прививать детей связан со страхом осложнений после введения препаратов. Однако, по словам специалистов, научно это не доказано, в отличие от фактов, насколько легче человек переносит заболевания после вакцинации. Иммунизация, по словам медиков, помогает избежать сотни летальных случаев и эпидемий. Специалисты призывают прислушаться к их мнению и защитить себя и своих близких от опасных заболеваний. Гугуца Вардания, Раму Камке, Абхазское телевидение.